Но все знают, что это новодел, чертежи, благодаря которым была построена, воссоздана. С первого взгляда это кажется, что это балкон, но на самом деле это всадник Петр I. Почему было принято решение поменять герб, то вот здесь у нас пошла улица Петровского. Само строительство Якутского острога, оно тоже имеет свою интересную историю. Но нам известен как музыкальный салон «Чароид». Здесь вот этот огромный чопик выбивается. Друзья, мы рады всех приветствовать на канале Якутия 24. Это проект «Испытано на себе». Я Руслан Ачиров. Сейчас я нахожусь в старом городе, а именно около башни Якутского острога. Эта башня является символом нашего города, и мне отрадно, что сегодня я испытаю себя в роли участника, волонтера на субботнике, который посвящен тому, чтобы очистить территорию от выпавшего снега. Ну и как это будет, смотрите в этом сюжете. Испытано на себе. В этом году весна получилась какая-то необычная. Казалось бы, все растаяло, но вывалилось столько снега, огромные кучи. И самое главное, он такой белый и светлый и отражает все лучи, поэтому абсолютно не тает. И для того, чтобы убрать эту территорию, то, что мы делаем ежегодно, вот в это время, да, здесь вот, нашими простыми силами не обходится. Поэтому здесь нам очень здорово помог Центральный округ. Они выделят автотранспорт, чтобы этот снег весь убрать. Наши ребята в IPIC обратились к своим друзьям, с которыми они к своим партнерам, которые вот сейчас буквально подают сюда. И я думаю, что мы очень дружно уберем весь этот снег с этой стороны, вывезем его. И в течение недели он весь подтает, растает, и здесь будет очень хорошая территория, где мы разместим свою фотовыставку. И все горожане могут в выходные дни следующие подойти сюда, посмотреть и полюбоваться историей города Якутска в фотографиях. Ну что, друзья, впереди будет череда субботников, и они, конечно, позволяют поддерживать наш город в чистоте. Но сейчас моя задача откопать вот это вот бревно. Бревно, кстати, оно непростое, оно от построек старого города. По всей России, во всем мире 18 апреля будет в нашем сообществе отмечаться такой день, Международный день охраны памятников и исторических мест. И вот поэтому именно эту неделю в больших городах России, мира проводятся уборки этих территорий. Это либо памятники, либо вот исторические места. То есть выходят волонтеры, да, культуры и работают. Но на данный момент у нас в связи с тем, что очень много у нас выпало осадков на прошлой неделе, поэтому первый этап нашего субботника, да, в преддверии этого Международного дня охраны памятника истории и культуры, мы должны убрать здесь снег. А уже после, она оттает, уже на будущей неделе мы, наверное, уже проведем уже такую вот уборку уже за кораблями. И проведем здесь уже внутри этой башни, а башня это наша, это историко-архитектурный символ нашего города Якутска. Проведем здесь влажную уборку, и уже после этого дня наша башня может принимать гостей. Вот, уже видно немного это бревно. Это часть дома постройки 17 века. И сама башня, конечно, очень достопримечательна, это символ нашего города, но все знают, что это новодел, то есть она была построена, а оригинальная башня в 2002 году, к сожалению, сгорела. Все это было по трагической случайности, школьники играли с огнем, и, соответственно, башню спасти не удалось. Но, тем не менее, за 2 недели, всего за 2 недели, в кратчайшие сроки, эта башня была построена. Для нее собирали материал со всех близлежащих районов. Это был материал для линии электропередач. Очень хорошо помогли энергетики в то время. Несмотря на то, что башня была построена в кратчайшие сроки, то есть за 2 недели,
Все было сделано по канонам. Дело в том, что старую башню древнего якутского острога реставрировали в 1981 году. Во время этой реставрации знаменитый реставратор Александр Ополовников сделал все обмеры, точные обмеры башни якутского острога. И благодаря им все получилось, все было сделано по канонам именно того времени. Сейчас я нахожусь уже внутри башни острога, и вот за моей спиной вы видите именно те самые чертежи, которые были созданы Александром Викторовичем Ополовниковым, благодаря которым была построена, воссоздана данная башня. Что касается балкона, с первого взгляда это кажется, что это балкон, но на самом деле это у него была своя функция. Называется это часовня на весе. Вот здесь на лицевой части вешалась икона, и все, кто приезжал в город, они молились этой иконе и, соответственно, заходили внутрь города. И все мы привыкли называть эту постройку надвратной башни якутского острога. Почему? Потому что это на самом деле и есть врата в город Якутск. Поэтому называется надвратная башня. Следующий факт. Почему именно башня якутского острога является символом города Якутска, архитектурно-историческим символом? Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что, в принципе, символы всех городов являются те или иные историко-архитектурные памятники, здания. Ну, например, если мы говорим про Париж, то сразу на ум приходит Эйфелева башня. Ну, Москва – это Кремль, а город Санкт-Петербург, то это Петропавловская крепость, либо памятник всадник Петр I. И поэтому, если вы посмотрите на все старые символы города Якутска, современные, то в принципе всегда вы найдете вот даже, например, флаг, который развивается над данной башней, тоже имеет символ очертания надвратной башни якутского острога. Итак, перед нами вот флаг города Якутска, и, как видите, символ города является именно силуэт башни якутского острога. А сейчас, друзья, мы с вами переместимся на второй ярус башни. Тут тоже очень много интересного, о чем можно рассказать. Хотелось бы начать с герба города Якутска. Это еще с советских времен, как видите, с 1967 по 2012 годы. Почему было принято решение поменять герб, обновить его? Потому что данный герб не подходил по канонам геральдики. То есть по требованиям Геральдического совета он был не совсем верный. Но, тем не менее, здесь, как видите, находится также символ силуэт башни, надвратной башни Якутского острога. Белочка означает то, что город Якутск являлся в то время центром охоты, пушнины, все, что связано с этой деятельностью. Далее справа мы видим алмаз. Алмаз — это означает, что город Якутск — это столица алмазного края. Теодолит — то, что город Якутск является центром, научным центром республики. Ну и снежинка, соответственно, это обозначает то, что Якутск находится на крайнем севере. Ну а сейчас мы можем окунуться немного в историю. Всем известная дата основания города Якутска — 1632 год. И тогда, на самом деле, острог назывался Ленским, и находился он в 80 километрах от настоящего места расположения города Якутска. Это в районе поселка Сотенцы. И по некоторым причинам, в том числе о том, что были достаточно сильные подтопления, город было решено переместить на этот берег реки. И, соответственно, уже в 1642 году при воеводе Головине острог стал называться Якутским.
Так, внутри башни вот здесь имеется также картины Пантелеймона Васильевича Попова. Здесь изображен первый якутский острог, который находился приблизительно в районе бани, вот на набережной. И вот это уже после того, как тот острог очень сильно подмыло, было принято решение перевести основной острог, город Якутск, чуть-чуть вглубь, подальше от берега. Данная картина – это картина Ивана Васильевича Попова, это брат Пантелеймона Васильевича, который нарисовал эту картину. А на этой картине мы можем видеть, если, например, мы стоим на проспекте Ленина и смотрим на театр оперы и балета, то вот здесь у нас пошла улица Петровского, здесь продолжение проспекта Ленина. И, как видите, вот именно вот эта башня, которая долгое время стояла на нынешней площади Дружбы народов перед театром оперы и балета, это и есть тот самый якутский острог, который в 2002 году, к сожалению, сгорел. Ну а вот на этом месте сейчас находится театр оперы и балета. Само строительство якутского острога, оно тоже имеет свою интересную историю. На строительство такого рода крепостной стены, большого количества башен требуется, конечно, большое количество древесины. И с этим были небольшие проблемы в округе, в районе города Якутск, как вы все сами знаете, достаточно низкий лес, и поэтому большинство стройматериала было сплавлено по реке Лена, с верховьев реки. Само строительство велось, соответственно, конечно, служивыми людьми, но так как это был достаточно большое количество работы, то, естественно, практически всеми общими усилиями и местного населения также производилось строительство. В общем, строили город Якутск того времени всем миром. Также на втором ярусе находятся очень интересные старые фотографии. Начнем давайте вот с этой. В историческом порядке. Это начало 20 века, Соборная площадь и надвратная башня Якутского острога. Соборная площадь — это, как известно, сейчас называется площадь Дружбы народов. Соборная она называлась, потому что рядом находился Троицкий кафедральный собор, больше известный как, нам известен как музыкальный салон «Чароид». Сейчас там также проходит реставрация. Далее, также в начале 20 века было принято решение сделать городской сквер. Как видите, здесь уже посажены саженцы. И впоследствии, когда из города Якутска уехал Иван Иванович Крафт, этот сквер был назван его именем. Следующее фото 1911 года. Здесь вы видите торжественное освещение начала реставрации надвратной башни. То есть в 1911 году было принято решение башню отреставрировать. Вот вы можете посмотреть также в начале 20 века, как выглядела башня. Особенно вот здесь видно, что верхняя часть уже наклонена, а здесь она полностью отсутствует. На следующей фотографии мы уже видим более привычные нам очертания. Здесь эта площадь уже называется площадь Дружбы народов. Здание Якутского научного центра и также надвратная башня острога находится на своем историческом месте. А на этой фотографии именно происходит митинг, посвященный закладке монумента в честь 325-летия вхождения Якутии в состав российского государства. Идем далее. Следующая фотография — это надвратная башня уже находится на территории Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского. В советское время было принято решение перенести башню именно туда. И вот эта фотография, это сразу после реставрации была сделана фотография в 1981 году, когда Александр Ополовников с большой командой единомышленников отреставрировали надвратную башню Якутского острога. Это было сделано к дате, в 1982 году праздновали 350-летие вхождения Якутии в состав российского государства. Надо сказать, что в данное время на улице гораздо теплее, чем внутри здания. Это известный факт, потому что здание не отапливается. Поэтому, если вы придете в это время посещать надвратную башню Якутского острога, имейте это в виду. Но сейчас мы находимся в часовне на Весе. Вот так выглядит часовня на Весе. Как видите, это такой достаточно просторный, можно сказать, балкон.
примечательна тем, что здесь с 19 года находится икона Пресвятой Богородицы, которая была передана в дар в 19 году семьей Сарданы Владимировны Авксентьевой, на тот момент главой города Якутска. Ни для кого не секрет, что Якутский острог — это вообще оборонительное сооружение, и оно было известно еще при Иване Калите. И то есть вот это все было сделано именно по тем канонам. Башня Якутского острога была собрана по тем канонам. И здесь, так как данная башня, хоть она и новодел, но она также выполнена по чертежам той старой башни, вы можете видеть вот такую вот интересную конструкцию. Соответственно, с этой стороны находится часовня на Висе. И при осаде города, при нападении на город, при приближении врагов, данная часовня, то есть вот этот балкон, который снаружи, он мог быстро сниматься. Он снимался, заносился внутрь острога, и, соответственно, это увеличивало обороняемость башни, потому что если, например, ее оставить на улице, то есть туда залезть не имеет никакой сложности, да, не представляет ничего сложного. Здесь вот этот огромный чопик выбивается, но так как у нас новодел, здесь закреплена на полу, вот как видите, с помощью болта, гаек. Но здесь такой же формы был чопик огромный, который также выбивался, и вся часовня, она снималась во время обороны города. Ну а сейчас я поднимаюсь на 3-й ярус. Здесь тоже вот такой вот интерьер. Но еще интереснее подняться на сторожевую вышку. Тут более крутая лестница. На сторожевой вышке, как вы уже, наверное, догадались, так как это военное сооружение, находились часовые, которые следили за близлежащей территорией на предмет появления врагов. Здесь открывается шикарный вид на город Якутск, на старый город. Вот мы видим, что мы находимся на уровне 5-этажного дома. Сравняем уровень с брусом, как видите, да, уровень, высота 5-этажного дома. А надвратная башня Якутского острога является визитной карточкой нашего города. Все туристы, кто посещает наш город, обязательно посещают и эту башню, потому что здесь можно окунуться в историю города Якутска, смотреть интересные исторические факты, так сказать, прикоснуться к истории. Ну и, конечно, для жителей города Якутска данная башня открыта для посещения, особенно в день города. Любой желающий может зайти, свободно посмотреть экспонаты. Ну и также можно оформить заявку в Якутское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, и также прийти группой, например, знакомых, друзей или одноклассников, и также прикоснуться к истории нашего родного города. Ну что, друзья, я думаю, что вам была интересна информация, которую вы получили во время этого выпуска передачи «Испытано на себе». Мы совместили приятное с полезным, очистили территорию от снега, ну и, конечно, познакомили вас с интересными фактами истории нашего города Якутска. В завершение этого выпуска хотелось бы всем пожелать отличного настроения, ну и, конечно, призвать содержать наш город в чистоте. Всем успехов и до новых встреч!